Всем привет, я Алишер Теликбаев. Сегодня я хотел бы вам рассказать о самой крупной в Центральной Азии и Европе школе с международным отделением Кембридж. Почему я о ней рассказываю? Просто потому, что здесь на протяжении нескольких лет учатся мои дети. Школа Tamos Education была образована в далеком 1998 году. Сегодня мы находимся во второй новой школе в микрорайоне Нур-Алатау. Это примерно 8 минут езды от нашего дома, а живем мы в районе Есентай-Мола. Образовательный комплекс Tamos – это предшкола и детский сад Томосик, две школы с обучением на русском языке, одна новая школа с обучением на казахском языке, языковые курсы, международная школа Кембридж и семейный спортивный комплекс. Это немного странно, но давайте начнем нашу экскурсию с посещения школьного магазина, где можно приобрести форму Tamos. Хотел провести дальнейшую экскурсию по школе вот в этой толстовочке Tamos, но, к сожалению, моего размера 4XL не нашлось, зато я нашел себе кепку. Пока у детей идут занятия, давайте прогуляемся по спортивному комплексу Tamos. Это самый большой спортивный комплекс для детей на территории СНГ. Его площадь составляет 7000 квадратных метров. Tamos Family Club – это более 30 спортивных секций и около 70 специально разработанных фитнес-программ. Сегодня вот мы находимся в тренажерном зале. Здесь даже есть два полноценных бассейна. Вот этот для совсем маленьких, а вон тот почти олимпийский для продолжающих. Посмотрите, какой огромный спортивный зал. Мне сказали, что здесь есть даже кофейня. Сейчас пойду, закажу себе капучино. Доча! А вот и моя дочь. Привет! Да. Мы идем пить кофе, а у тебя я видел киндер, поэтому тебе ничего нельзя. А сейчас мы направляемся в школу, вновь открытую на казахском языке. Hello, ladies. Hello, how are you? Fine, thank you. Where are you from? I'm from Oklahoma in America. Really? From Oklahoma? You? Кстати, интересный факт. В прошлом году, в 2020-м, Tamos Education заняла первое место в списке Forbes среди частных школ. Кофе, кстати, тоже неплохой. Мне тут рассказали, что в Томосе, как в американских фильмах, у каждого ученика есть свой персональный шкафчик. Можно забрать чье-то пальто. А сейчас мы попадем на урок робототехники. Стив Джобс не даст соврать. Но там придется оставить кофе и надеть маску, потому что дети. Сәлеметсіз бе? Здрасте. Сәлеметсіз бе? Бізде осы робототехника сабағы балаларға қосымша сабақтар береді. Түрлі жарыстарға дайындалады дегенде әртүрлі класстардан келеді, орыс, қазақ бөлімдерінен. Қазір бұл өздерінің талаптары жоғары болған сайын осы қиын этаптарда өтіп жатыр. Бұлар қазір екінші кезеңде жүрді. Робототехника бойынша лего магистратура класында. Берілген тапсырмалар осы тақта арқылы неше түрлі задачалар беріліп, сол задачаларды этаптар бойынша өздері барлығын жинастыру арқылы қазір маған тексеруге берілген. Сонымен өздері тексерістерді осы жерде тексеру арқылы ешқандай кедергісіз өздерінің білімдерін тексере алады. В новой школе робототехника и программирование – это не просто кружок, а полноценные занятия для учеников с 1 по 11 класс. Мы уже были на уроке робототехники, сейчас находимся в кабинете 3D-моделирования. Здесь есть вот такой вот лазерный принтер. Они сделали мне вот такой вот подарочек уже. А здесь 3D-принтеры печатают что-то еще, надеюсь, для меня. А сейчас мы продвигаемся в один из самых главных кабинетов в моем детстве. Это библиотека, кітапхана.
Продолжаем экскурсию. Это актовый зал. Говорят, в Томосе он огромный, почти как театр. У ребят есть даже своя гримерная. Сейчас там ученики готовятся к жайдарман. Это КВН на казахском языке. Сәлем достар, қалдарыңыз қалай қараңыз. Біздің мектебімізге қандай қонақ келгенін. Салем бәршағынза. Кстати, забыл же вам сказать, что в школе Томос есть 3 направления. Это физико-математическая, лингвистическая и международная школа Кембридж. Давайте зайдем в рандомный класс в казахской школе, чтобы посмотреть, как идут занятия. На самом деле не рандомные, мы согласовали, что мы сейчас войдем и поздороваемся с учениками. Саляматсызбе. Саляматсызбе. Какие очень удобные парты. В каждом классе есть интерактивная доска сенсорная, да. Все классы разделены сейчас на 2 части. Если в классе 20 учеников, то на занятия приходит только 10. Несколько раз в течение дня кабинет кварцуется и проводится влажная уборка. Это к требованию по безопасности. После фильма «Ход королевы» все внезапно увлеклись шахматами. Так вот, в школе Томос вот такие шахматные фигуры, шахматные доски на каждом этаже. В школе Томос есть подразделения на дома. Вот дом орлов, дом медведей и дом лошадей. Они соревнуются между собой, как в Гарри Поттере, а в конце года они выигрывают, получается, Кубок Томоса. Пока, как мы видим, лидируют медведи, что неудивительно. Мы идем в школьную телестудию. Томос Education, дом чемпионов.